Чурчхела, компоты и молочка от президента Грузии. Георгий Маргвелашвили уже несколько дней подряд посещает объекты по производству продуктов питания и принимает непосредственное участие в их изготовлении и фасовке. Тем самым глава государства стремится привлечь внимание потребителей к местной продукции. Признается, что и сам всегда дает ей предпочтение. Того же требует и от других граждан. Когда потребитель требует и покупает грузинскую продукцию, тем самым он способствует увеличению рабочих мест, росту производства, укреплению экономики и национальной валюты. Масштабная кампания «Требуй грузинское», стартовавшая на днях, ознаменовала собой начало двухлетней правительственной программы по поддержке местных производителей. Программа включает в себя ряд проектов, которые призваны стимулировать производство и ускорить его развитие. Речь идет о льготном кредитовании, софинансировании со стороны государства, юридической, технической и иной помощи. Правительственные программы помогают производителям создавать качественную и конкурентоспособную продукцию. Призываем население, при возможности всегда покупайте грузинское. Тем не менее, правительственная программа по большей степени пока носит декларативный характер, а потому говорить о ее вероятных будущих успехах сложно, считают некоторые грузинские эксперты. При этом они откровенно сомневаются в успехе кампании «Требуй грузинское». Нельзя требовать того, чего в ряде случаев просто не существует. Ни по объемам, ни по качеству наша продукция не может конкурировать с альтернативой. Ни на продовольственном сегменте, ни на потребительском, общем потребительском. Так что вся эта кампания, конечно же, впустую, она и не сработает. Однозначного мнения о кампании, судя по всему, нет и среди самих потребителей. Респонденты настоящего времени, опрошенные в одном из торговых центров Тбилиси, утверждают, что о кампании слышали, однако не все спешат следовать призыву. Разумеется, когда есть возможность, я покупаю грузинские продукты, тем самым мы помогаем нашим производителям. Продукты питания, как правило, беру грузинские, но опять же, если я доверяю производителю, так что не всегда получается брать местное, хотя грузинские продукты мне кажутся вкуснее. Алкогольные напитки, даже вино, обычно беру только импортные. А вот, например, молочные продукты покупаю как местные, так и привозные. В общем, когда как. Как бы то ни было, витрины грузинских супермаркетов демонстрируют: ассортимент местной продукции пока действительно уступает импортной. Часто грузинские товары проигрывают своим конкурентам и в цене. Например, ту же молочную продукцию от немецких или французских производителей порой можно купить за меньшие деньги, что, разумеется, предопределяет выбор потребителя. Европейская продукция попадает на грузинский рынок в больших объемах, в том числе и благодаря соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Но такая конкуренция, говорят эксперты, имеет свои плюсы. Она служит дополнительным стимулом для развития грузинского производства. Результаты уже имеются. На грузинском рынке появляется все больше аналогов, а количество и разновидность экспортируемой продукции, к слову, в те же страны ЕС, увеличивается с каждым годом. Звиат Мчедлишвили, Давид Симонишвили, специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси.